Аккуратный маникюр, легкий макияж и обворожительная улыбка – обязательные атрибуты этого водителя. За рулем маршрутного автобуса «Леди» Надежда Ручкина уже больше 2 лет крутит баранку в городском транспортном предприятии. Брутальную профессию, в которой не так часто можно встретить представительниц прекрасного пола, Надежда совмещает и с другой, не менее ответственной работой. Она мама 5 детей. Продолжит Павел Королев. Ее утро начинается в 5:00, но ранний подъем Надежду не смущает. Привыкла. Впервые за руль она села еще в 12 лет. Уроки вождения давал отец, который мечтал о сыне, но в семье были 2 дочки. И все же с получением прав Надежда не спешила. Сдала экзамен только в 29 лет. Признается, просто о профессии водителя автобуса даже не задумывалась. По первой она швея, затем успела поработать в такси. Ну а после решила, почему бы не попробовать себя и в качестве извозчика. Никто поначалу не разделял ее оптимизма. А потом все-таки я решила попробовать на категорию «Д». Отучилась. Дети меня спрашивали: мама, тебе зачем это? Говорю, пусть будет. Я не знаю, говорю, зачем. Пусть будет. Конечно, было всем удивление, это категория «Д». И в автошколе было на удивление. Они мне сразу сказали: зачем тебе это? Однако Надежда легко влилась в мужской коллектив. Обидных афоризмов про женщин за рулем она в свой адрес не слышит. Ни от коллег, ни от пассажиров. Наоборот, вождение автобуса она может дать фору многим мужчинам. Многие женщины говорили: вы очень плавно водите, трогаетесь и останавливаетесь. Нет такого дергания. Есть такие, многие так говорят. А еще Надежда – счастливая мама. Наша съемочная группа приезжала в гости к ней в прошлом году. Тогда в семье было 3 мальчугана и лапочка-дочка. Но недавно случилось пополнение. И теперь Надежда – мать уже 5 детей. Однако засиживаться дома не стала. Как только малышу исполнилось полгода, вышла на работу. Такой уж я человек. Не могу сидеть на месте, признается водитель. Конечно, на работу бегу, с работы бегу. Потому что, если думаю, я не побегу, я ничего не успею. Помимо Надежды в транспортном предприятии трудятся еще 2 представительницы прекрасного пола, а еще 2 проходят обучение. А это значит, что уже совсем скоро дама, крутящая баранку автобуса, станет для Сыктывкара уже не диковинкой, а обыденностью. Павел Королев, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.